жизни членов семьи Чистаревых. И сейчас у нас в работе каталог личного фонда Евгения Александровича Ивушева, мы только вчера строительству ему посвящено. И эта работа тоже на той неделе уже будет в издательстве. Удалось в этом 2015 году издать и результат моей работы по университетским музеям революционной России, история университетских музеев революционной России по 18 начало 20 века. Эта книга издана за счет гранта, и поэтому университет не понес никаких материальных расходов, хотя, в общем-то, нас, слава богу, это не ограничивает. И еще по гранту ФФИ вышла книга «Гений рисунка» Евгений Трошев, она стандартная для наших изданий. И в этой связи я хочу поблагодарить здесь присутствующих родственница Евгения Трошева. Это Наталья Альбертовна Ляшева, Сюткина Величестве. Спасибо вам большое, Наталья Альбертовна. Благодаря ей мы сделали первую выставку работ Евгения Трошева, отметили его 80-летний юбилей в нашем музее. Нина Петровна Ульянова, заведующая музеем школы номер 12, предоставила для этой книги тоже достаточно интересный материал, фотографии. Спасибо вам большое. Мне очень приятно, что мы работаем, взаимодействуем и со школьными, и с музеями. Спасибо вам большое. И еще я хочу за помощь в создании этой книги поблагодарить и Викторию Васильевну Мазур, которая меня поддержала в оформлении гранта, очень помогла. Это очень важно, потому что мы, творческие люди, многое не знаем по оформлению, и когда есть такие опытные сотрудники в нашем университете, это всегда очень помогает и вдохновляет. Пожалуйста, я все помогу, все вам сделаю. Дорогие друзья, прежде чем мы сегодня откроем две выставки, одна из них вот здесь, перед вами, эта выставка смотрится как магазин старичка, скорее всего, по-моему, вот я бы так сказала, да? Потому что здесь предметы из другой эпохи, но они настолько притягательны. И вот эти предметы, как и все остальное, что находится в нашем музее, это подарено нашими добрыми посетителями, нашими добрыми друзьями. Удивительно, но каждый год список дарителей насчитывает около 40 человек. Вот это магическая цифра. И, наверное, хорошо, что это число не уменьшается, и с каждым годом это разные люди, но порой это и люди, которые являются уже постоянными дарителями нашего музея. Вот следующий каталог после Евгения Александровича Ивушева будет посвящен Элеоноре Анатольевне Савельевой, потому что Элеонора Анатольевна работала в нашем университете с момента его основания в 1972 году и постоянно помогала нашему музею, выполняла его фонды. И, конечно, вот по материалам Элеоноры Анатольевны можно выстроить историю и археологической науки, историю исторических исследований нашего университета, историю структурных подразделений нашего университета. И вот эти материалы, заложенные в каталоге, они чрезвычайно важны и ценны, и не дают основания усомниться в той или другой исторической дате, в том или другом историческом факте. Среди, так сказать, наших новых дарителей я бы хотела отметить вот Марию Васильевну, вот
войдут и в основную экспозицию нашего музея, и лягут в основу каких-либо интересных выставок. Я сегодня говорю так, как и в прошлый раз. Как в прошлый раз я не хотела, чтобы говорили те, кто меня поздравляет. Очень монотонно. Вы меня, пожалуйста, извините. Вот, наверное, бывает вот так. Очень монотонно. Где бодрость в голосе, где радость встречи. И вот та выставка, которую мы сегодня увидим, она называется «Весеннее настроение». Это выставка творческих работ наших сотрудников. То есть у нас не только, например, если преподают сотрудники, не только работают в каких-то структурных подразделениях, они еще успевают вышивать, рисовать, вязать, делать куклы, создавать куклы и многое-многое другое. И, наверное, вот эта выставка, сейчас мы с вами ее скоро откроем, она на вас произведет очень приятное впечатление, и каждый раз будете ее вспоминать, эту выставку, и говорить: а пойду-ка я еще в музей, еще полюбуюсь на какую работу. И мы всегда будем очень любим наших посетителей, особенно я вообще всех люблю, абсолютно. И, конечно же, вот эти позывы ваши, добрые позывы, они, безусловно, будут на пользу и вам, это релаксация, и на пользу нам, потому что мы видим, что наш музей востребован, что наши выставки интересны, и поэтому мы будем вдохновлять